Кавказская война – самая кровопролитная война в истории народов Северного Кавказа. О том, что считать началом этой трагичной страницы в истории, например, чеченцев, нет единого мнения. Многие считают, что вот крепость Грозная – это начало Кавказской войны. Кавказская война, некоторые смотрят со времен шейха Мансура и другие восстания, другие рассматривают ее более узко. В зависимости от условленной точки отсчета, продолжительность Кавказской войны в Чечне колеблется от 40 до 70 лет. Пик противостояния между горцами и Российской империей наступил в период существования государства Имамат. Горцы одержали множество побед, однако в конце 50-х годов 19 века эпоха Имамата подходила к концу. С одной стороны, могущественная Россия с огромной армией и, самое главное, с военной промышленностью, с огромными людскими ресурсами. А с другой стороны, отсталое горское общество. Да, у Шамиля были там оружейные заводы, пороховые заводы, но сравните вот эти примитивные заводы с фабриками, заводами России. Ни в какое сравнение это, конечно, не идет. К концу уже движения он начинает уже терпеть поражение за поражением, Шамиль имеется в виду. Князь-генерал Александр Борятинский, наместник Кавказа, по мере покорения одного общества за другим, нередко с неоправданной жестокостью, как во время погрома Чечни 1952 года, вместе с тем проявил себя как хороший администратор, выказывая политическую гибкость. К концу Кавказской войны новый наместник Борятинский обратится с прокламацией чеченцам: «Ваша религия, ваша земля, ваши обычаи будут неприкосновенны». Конечно, многие из этих обещаний не были выполнены, но часть были выполнены. Однако массированное наступление на Чечню продолжалось, а чеченцы отчаянно сопротивлялись. Недаром историк XIX века, современник Кавказской войны, генерал-майор Ростислав Фадеев отмечал: «Мюридизм так крепко сплотил общественное устройство горцев, что в продолжении целого года, с осени 56 года до осени 57, нанося им целый ряд поражений и занимая местность за местностью, мы не покорили еще ни одного человека, но решимость обществ, над которыми больше всего разражались наши удары, уже колебалась, особенно в Чечне, менее фанатичной, чем другие племена». Неудивительно, что Чечня стала менее фанатичной к 1957 году. Это должно было случиться рано или поздно. Именно 1857 год и стал переломным для Северо-Восточного Кавказа, в частности для Чечни. Рубка лесов шла интенсивными темпами по всей равнинной Чечне. В конце концов, в 1957 году Имамат фактически утратил контроль над Малой Чечней, то есть Западной. Здесь инициатива была полностью в руках Кавказского командования. Теперь черед был за Большой Чечней, Восточной. В начале 1957 года царские войска продолжали рубить лес в долине Хулхулау, постепенно освобождая путь к столице Имамата, Ведено, и в бассейнах других рек. По мере проникновения уничтожались аулы и посевы, а на ключевых местах создавались укрепления. Одновременно с этим другой отряд предпринимает экспедицию и в Аух, общество чеченцев-акинцев, проживающих ныне в нескольких приграничных с Чечней районах Дагестана. К 1957 году чеченское население уже не оказывало серьезного сопротивления и изъявляло покорность. Возникла проблема осмысления вот своей жизни и перспектив этой жизни в условиях, военных условиях и в условиях завоевательно укрепляющейся влияние царской власти в регионе. Лишь небольшая часть, которая не желала покориться, уходила в горы. Небольшие островки свободы на плоскости и в предгорьях в течение кратчайшего времени были также покорены. Теперь Имамат оказался целиком лишенным всей чеченской равнины с запада на восток, соответственно, и продовольственной базы, и был заперт в горах. Многие из чеченских наибов начали понимать, что как бы храбро чеченцы не защищались, победы не будет. То есть можно еще продлить войну, может быть еще на 10, еще на 20 лет, разорить свой народ, довести его почти до гибели. Но конечной победы не предвиделось в этой войне. Спустя несколько лет будет учреждена медаль за покорение Северо-Восточного Кавказа, на которой указан и 1857 год, первый этап покорения, в частности, равнинной и предгорной Чечни, 58-й год покорения остальной Чечни вплоть до самых высокогорных ущелий и 59-й год окончательного разгрома Имамата и пленения Шамиля в Гунибе.
Постоянные нападения, сожжение аулов, посевов, истребление мирных жителей, целых сел и хуторов, необходимость скрываться в холод в лесах, болезни и голод – все это заставляло чеченцев склониться к покорности его императорскому величеству. К слову отметить, Кавказская война пережила нескольких императоров. Ее разгар пришелся на правление Александра I и Николая I, а конец на эпоху Александра II. Уже к началу 50-х годов население безмерно устало от войны. Люди просто дальше воевать были не в состоянии. Надо сказать, что удары карательных экспедиций в период Кавказской войны наносились по чеченским аулам, лежавшим на равнине и в предгорьях Большой и Малой Чечни. Именно эти аулы грабились и сжигались десятки раз. Ныне это территория Сунжинского, Очхо-Мартановского, Урус-Мартановского, Грозненского, Гудермесского, Курчалоевского и Шалинского районов Чеченской Республики. Чуть меньше в период Кавказской войны пострадали аулы, находящиеся ныне в пределах Нажаюртовского и Веденского районов, так называемой Ичкерии, или говоря по-чеченски Нохчмох, где и были обе столицы имамата – Дарго и Ведено. На территорию нынешних Шатойского и Тумкалинского, Шаройского и бывших Галанчожского и Чеберлоевского районов царские отряды никогда не проникали. Эти области выставляли воинов, но здешние аулы от погромов не страдали. Однако после покорения равнины Чечни у царского командования, до того никогда не проникавшего дальше селений Дачу-Борзо и Чешки, впервые появилась возможность пройти в Аргунское ущелье. Готовясь к походу в Аргунское ущелье, генерал Евдокимов, который, кстати, был родом из станицы Наурской, что в Чеченской Республике, собрал многотысячный отряд. Шамиль решил, что войска собираются вторгнуться в Большую Чечню. Поэтому для охраны Аргунского ущелья был послан лишь небольшой отряд под руководством наиба Батуко. При входе в ущелье были сооружены завалы. 16 января 1958 года Евдокимов двинулся на ущелье. Горцы, чьи силы были незначительны, не смогли дать отпор и отступили. Евдокимов докладывал: защитники завала покинули свою крепкую позицию. Вход в страшное ущелье занят почти без потерь, всего 1 убитый и 6 раненых нижних чинов. Борятинский писал Евдокимову в ответ на радостное известие 26 января: «Вы меня сколько обрадовали, столько и удивили, почтеннейший и любезнейший Николай Иванович. Обрадовали занятием Аргунского ущелья, потому что всем и каждому на Кавказе известно, какое с этим словом связано прошедшее и будущее. Удивили неимоверно малую потерю людей. Попытки проникнуть туда до сих пор всегда были неудачны и кровопролитны». 17 января без единого выстрела был занят аул Дачу-Борзой, где сливаются 2 крупнейшие горные реки в Чечне – Шар-Аргун и Чанты-Аргун. Здесь было построено первое укрепление в ущелье – Аргунское. Далее Евдокимов, прорубая просеки, двинулся вверх по ущелью и в конце июля проник в Шатойское общество. По пути в Шатой произошло несколько сражений с мюридами Шамиля. Следует отметить, что командование готовилось к серьезным боям и потерям в ущелье, однако горские общества, среди которых уже давно были сильные антишамилевские настроения, не стали оказывать войскам сопротивления. По мере наступления Евдокимова горные чеченцы начали поднимать мятежи против ставших им ненавистными наибов Шамиля. Например, общество чантийцев подняло восстание против наиба Гамзата Хаджи и даже попросило у Евдокимова подкрепления. Чантийцы взяли укрепление наиба, истребили мюридов и родственников Гамзата Хаджи. Спасся только сам наиб. Евдокимов докладывал: «Восстание быстро разлилось до пределов Грузии. Жители устремились с ожесточением на всех и на все, что олицетворяло в их глазах мюридизм. Во всех обществах, которые могли рассчитывать на поддержку с нашей стороны, народ стал резать без разбора начальников, поставленных от Шамиля, кадиев и мул. С августа по сентябрь абсолютное большинство чеченских высокогорных обществ изъявляет покорность. Аргунское ущелье переходит в руки Российской империи. Для закрепления в верхнем течении Аргуна в Итункали генерал Евдокимов возводит укрепление, которое получило его имя – Евдокимовское». Царские крепости стали выдвигать вперед. Сначала Воздвиженская, скажем, это Чахкири на место чеченского села, это за старыми атагами. Потом поползли в горы по ущельям царские крепости, Шатой, Ведено царские крепости, потом еще выше Евдокимовская и так далее, и Тумкалинские укрепления, и так далее. Чуть ли не до ледников, везде посадили гарнизоны. Имамат Шамиля затрещал по швам. Чеченские наибы были возмущены тем, они считали некоторые, что предпочтение Шамиль оказывает дагестанским наибам. Правда это было или нет, это еще вопрос спорный, но такое мнение было.
От Шамиля один за другим откалывались наибы и целые общества. Если говорить о чеченцах, то это Батуко Шатоевский, Талхик Шалинский, Умадуев Зумсоевский и многие другие. Те, которые еще несколько лет назад наказали бы любого, у кого только появилась бы мысль об изъявлении покорности России, теперь поочередно переходили на царскую службу. Времена кардинально изменились. Уже с начала 50-х годов многие наибы Шамиля, понимая, что борьба проиграна, начали переходить на российскую сторону. В это время среди чеченцев все больше наибов стали переходить на сторону царизма, прекращать войну. Верхушка имамата, возникновение которой Шамиль не был в силах остановить, видела в России более прочную гарантию сохранения собственности и высокого социального статуса. Политика наместника Борятинского в отношении этой самой новой горской знати была очень гибкая. Он принимал всех сподвижников Шамиля, кто переходил на его сторону, оставляя им прежние звания и полномочия. Царская армия что делала в конце 50 лет? Она начала уже больше пользоваться, чем желтым и белым. Значит, больше пошел ход серебро, золото, деньги пошли в ход. Перешедшему еще в начале 50-х годов чеченскому наибу Боти Шамурзаеву был куплен дом в крепости Грозной и выдана крупная сумма денег. Он стал советником Борятинского и проводником российских войск в Чечне. Такие наибы, как Бота, были настоящей находкой для командования. Они знали имамат изнутри, от местности до разного рода внутренних проблем. Бота даже принимал участие в истреблении многих аулов и хуторов Большой Чечни в 1850-х годах. В отношении к ним Россия очень такую вела политику, стали дальновидную, им давали деньги, покупали дома, оставляли прежние звания, привилегии, чтобы побольше их перешло. Бывшие наибы и воины имамата теперь воевали против своих соплеменников. На раннем этапе Кавказская война была действительно народно-освободительной борьбой горцев. Однако в 50-х годах борьба за свободу напоминала больше гражданскую войну. Характерно одно письмо Талхига 1854 года, в бытность, когда он еще был верным наибом Шамиля. Он описывает бой, который состоялся между его отрядом и так называемой горской милицией. Талхиг в субботу 21 числа месяца Рамадан нанес ей поражение недалеко от укрепления Воздвиженского. В отряде неприятелей был и племянник наиба, его родная кровинка. Между ними находился сын Давлет-Гирея, известный офицер, был также сын Хами и сын моего брата Тихиш, нечистый. В итоге скажем, что верующий улыбается и смеется, а тот, который слаб, плачет и горюет. Это столкновение, победе в котором так радуется Талхиг, на самом деле говорит о том глубоком расколе, который произошел на тот момент в горских обществах, в частности в чеченском. Друг против друга воевали не просто соплеменники и единоверцы, а даже родственники против родственников. Идеи Газавата ослепляли людей. На этих идеях было воспитано несколько поколений горцев, и отказаться от них было не так-то просто. Люди задумывались, лучшие умы, особенно из духовенства, задумывались, как в общем-то, избавиться от этой войны, от насилия, что предпринять, чтобы сохранить народ. Стояла такая проблема – сохранение народа. Этнос уменьшался в своей численности. Но ведь Шамиль был категорически против мира с Россией. Категорически. Вот в это время появились как раз движение Кунта-Хаджи, что надо, значит, миром пытаться любым путем. В идеологическом плане в Чечне наступил переломный момент, когда воинствующий мюридизм дагестанского богослова Магомеда Иракского быстро вытеснялся совершенно иным мюридизмом – учением устаза Кунты-Хаджи Кишиева. Шейх Кунта-Хаджи Кишиев выдвинул свои идеи. Дальнейшее сопротивление народа гибельно для самого этого народа. Именно в конце 50-х годов в Чечне начинается перерождение мюридизма, призывавшего к войне до победного конца, в мюридизм, призывавший к миру. Главную роль в этом процессе сыграл Кунта-Хаджи Кишиев, который был родом из селения Илсханюрт, ныне это Гудермесский район. Именно он в значительной степени повлиял на политическую ситуацию в Чечне, на умонастроение чеченцев. По сути, он объяснил воинственным чеченцам, что пора прекращать вооруженное сопротивление, если они, конечно, не хотят исчезнуть с лица земли. И это все надо было продумать, и надо было обосновать идейно-идеологически. И такая функция такую функцию реализовал Кунта-Хаджи Кишиев.
Кунта-Хаджи, конечно, понимал, что сопротивление может привести к гибели народа, поэтому он и предлагал смириться, выполнять требования власти, однако только если эта власть не будет посягать на культуру народа. С одной стороны, он призывает к терпению, к смирению, с другой стороны, он ставит предел этому терпению и смирению. Вот в этом-то исключительно идет смысл, очень важный смысл идеологии, идей шейха Кунта-Хаджи Кишиева. Проповеди Кунты-Хаджи имели колоссальный успех. С конца 50-х годов 19 века все больше и больше чеченцев начали проявлять склонность к примирению с Россией. 15 лет становится, это уже для чеченцев, это уже воин считался. И как очередное поколение 15-летнее уходило на войну. Отцы гибнут, дети гибнут. Немаловажно отметить, что именно после проповеди Кунты-Хаджи начался и массовый переход ингушей в мусульманство. Значит, исторические факты не дают нам точную информацию. Но во всяком случае, в конце 50-х годов, до пленения Шамиля, скорее всего, наверное, 857 858 и 8 годы он начал свою деятельность. Теоретически Кунта-Хаджи был в оппозиции к Шамилю, поскольку подрывал его мюридизм своими идеями о непротивлении злу, о прекращении вооруженной борьбы. По первой версии, Шамиль его стал преследовать, он вынужден был эмигрировать, совершить хадж, уехать, то есть уйти на восток, в мусульманский восток. Большинство исследователей сходятся во мнении, что встречи между Кунтой-Хаджи и Шамилем не было. Однако есть и другая версия, согласно которой Кунта-Хаджи был вызван на собрание видных богословов имамата, на котором присутствовал и Шамиль. На собрании устаза якобы расспросили об учении, которое он проповедует. Диван, так называемый диван Шамиля собрался. Кстати говоря, этот диван возглавлял Джамал-ад-Дин Казикумусский. Устроили Кунта-Хаджи допрос. Что за учение ты проповедуешь, что за тарикат, что за зикр у тебя. Он, по второй версии говорят, что он на все вопросы ответил. Какая из них правдоподобнее, точнее, корректнее, мне пока трудно судить. После занятия сначала чеченской плоскости, а вслед за ней и Аргунского ущелья, последним оплотом Шамиля в Чечне была его столица – Ведено и верхнее течение реки Хулхулау. На дальних и близких подступах к столице Шамиль создал эшелонированную оборону, в систему которой входили укрепленные аулы, завалы, редуты. Имам сосредоточил вокруг Ведено не менее 14 наибов и 7000 воинов. Резиденция имама и старый аул находились на этом пустыре, который в данный момент является частью селения Дышни-Ведено. В середине марта 1859 года 13 батальонов Евдокимова подошли к столице имамата. Из журнала военных действий войск левого крыла Кавказской линии. С 18 марта было приступлено к обложению и осаде Ведено. Западная и восточная стороны аула, огражденные отвесными обрывами оврагов, укреплены сверх того брустверами. Местами устроен палисад, чистокол. Северная часть укреплена двумя толстыми параллельными брустверами. На северо-восточном и северо-западном углах устроены турбастионы. В расстоянии от 40 до 50 сажений от северного фаса укрепление узкое пространство между оврагами перерезано другим, широким и глубоким рвом. Ведено было обложено со всех сторон, кроме южной, где тянется вереница гор, и на склонах которых находились редуты горцев. С запада осада Ведено велась отрядами полковника Черткова. С северо-западной стороны на развалинах аула Дышни-Ведено находились резервные 4 батальона. Северо-восточная сторона была осаждена генерал-майором Розеном. Наконец, восточная – генерал-майором Ганецким. Правда, без особого успеха из-за природных преград. В течение 12 дней, пока шла подготовка к штурму, в разных перестрелках с горцами потери царского командования, согласно рапорту, составили 77 человек убитыми. 1 апреля штурм Ведено начался. В 6 часов утра пушки открыли огонь по редутам, без уничтожения которых взять Ведено было невозможно. Шамиль был в это время не в ауле, а наблюдал за происходящим с окрестных высот, наученный горьким опытом в Ахульго.
Евдокимов докладывал: около часа пополудни на вершине горы Леня-Корт показались 3 значка неприятельской кавалерии и толпа пехоты 500 человек. Впоследствии оказалось, что это был Шамиль, приехавший из аула Эрсиной. С полчаса имам наблюдал за успехом нашей канонады, потом спустил пехоту в Ведено, а с кавалерией уехал. Всего в царском отряде было по меньшей мере 25 пушек разного калибра против нескольких пушек горцев. Ключевым редутом был Андийский, поскольку он прикрывал аул с севера и контролировал отходной путь. Его бомбежка велась из 16 орудий с 6 часов утра до 6 часов вечера. Согласно источникам, в него было брошено 1000 ядер, гранат и бомб. Однако, несмотря на это, в 6 часов вечера, когда начался его штурм, в нем все еще были уцелевшие. Андийский редут представлял собой груду развалин, но часть защитников его, скрываясь под обрушившимися блиндажами, встретила атакующих залпом. Фанатики с обнаженными шашками заплатили жизнью за свою отчаянную решимость. В это время по штурмующим из других укрепленных пунктов открыли огонь и горцы. Одновременно с началом атаки, рапортует Евдокимов, я приказал полковнику Черткову с батальоном и 2 горными орудиями показать вид движения в ущелье левого притока Хулхулау. Этот маневр, как я и ожидал, произвел самое решительное действие. Горцы понимали, что начнется приступ, и стали покидать аул, сжигая все, что уцелело. В 9 часов вечера дом Шамиля был зажжен, вслед за ним запылали другие сакли и не занятые нами редуты. Командование наблюдало, как вся покатость гор, обращенных к Ведено с южной и юго-восточной сторон, покрылась множеством костров отступавших горцев. Штурм аула окончился. К 10 часам вечера ни в ауле, ни в редутах не осталось ни одного неприятеля. До 50 неприятельских трупов найдено было на другой день в ауле. Если верить Евдокимову, в этой операции с 18 марта по 1 апреля он потерял убитыми и ранеными 103 человека. Приблизительно столько же потеряли и горцы. По данным Евдокимова, в районе Ведено Шамиль собрал по самым скромным подсчетам 7000 человек. Последнее или преувеличение, или же имам прекрасно осознавал, что дело кончится не в его пользу, а посему даже не стал должным образом защищать аул, а покинул местность задолго до начала штурма и отправился в Дагестан. После ухода из Чечни он продержался где-то месяца 3. А когда Чечня отошла, значит, от имамата, от Шамиля, то он очень быстро с ним царские войска покончили в Дагестане. 5 дней солдаты разрушали укрепления, воздвигнутые горцами в Ведено. В наши дни на этом месте разбиты участки под частное строительство. После занятия Ведено царское командование на несколько километров ниже старого аула воздвигло укрепление, стены которого частично сохранились до сего дня. На фоне падения Ведено покорность России принесли и последние независимые чеченские общества. Например, 5 апреля Евдокимов получил известие, что общество Чеберлой, изгнав своего наиба, как это было годом раньше в Аргунском ущелье, восстало против Шамиля. Цитата: «Депутация их явилась командующему войсками в Аргунском ущелье и представила аманатов. Как-то Шамиль подавил восстание в Чеберлое на пике своего могущества, однако теперь он не мог ничего поделать». Евдокимов докладывал: согласно отданному мной приказанию, полковник фон Кауфман, собрав 11 рот пехоты при 2 горных орудиях и 5 сотен милиции из Шатойского и Чантийского обществ, двинулся с этим отрядом для поддержания Чеберлойского восстания. Покорение Чечни, долгое время служившее главной политической и экономической опорой имамата, завершилось. Было объявлено, что вся земля чеченцев не закрепляется в частной собственности. Тут придались тому, что в Чечне не было зафиксированной частной собственности, юридического права. Адатами жили, обычным правом. А вот зафиксированного, письменного права на частную собственность не было. Поэтому эта земля была объявлена казенной, и ее начали раздавать всем, кто шел на службу к российской власти, тем же старшинам, офицерам, которые поступают на царскую службу, российским офицерам и генералам. Поэтому, конечно, очень много земель было отнято. Такая же обстановка, как и в Чечне, была и в соседних землях. Российские войска с 1957 года начали активно наступать на силы Шамиля в Нагорном Дагестане. Аварские общества, лежащие по рекам Андийская и Аварская Кайсу, покорялись одно за другим. Ныне это территории более чем 10 районов Дагестана, где проживают аваро-андоцесские народы, начиная казбековским и гумбетовским районами и заканчивая Чародинским и Тляратинским. От Шамиля уходили даже самые ярые его сторонники. Например, в конце июля 1959 года зять Шамиля, Наиб Исмаил, сдал Борятинскому укрепленный аул Чох без боя. В
В то же время покорился другой наиб, Кибит Магома, который еще в 1837 году был одним из тех, кто высказался против встречи Шамиля с тогдашним императором Николаем I, тогда как сам Шамиль был не против. Встреча должна была завершиться раскаянием со стороны имама и прощением со стороны монарха. Однако 50-е годы не шли в никакое сравнение с 30-ми годами, и Кибит Магома это понимал как никто другой. Более того, как докладывал Борятинский, в знак искренности Кибит Магома задержал у себя и тестя Шамиля, Джамалуддина Казикумовского, известного дагестанского богослова, а также проповедника мюридизма Аслан Кадия Цудахарского. Остальная часть Дагестана, Чечни, вся была уже полностью захвачена царскими войсками. Полностью, многие наибы покорились, сами добровольно сдались и так далее. Подчас царские войска встречались с местным населением не без радости. Их приход воспринимался как конец войны и избавление от деспотии Шамиля. Например, Борятинский докладывал в Петербург о ситуации в Дагестане в августе 1959 года, еще до пленения Шамиля. 8 числа я посетил Карату, никогда не видавшую себя русских, никому еще не покорившуюся и имевшую в глазах Шамиля особое значение, и был принят жителями с неподдельным восторгом. 10 числа я с кавалерийским конвоем отправился для обзора всего новопокоренного края. Жители везде толпами встречали меня, выражая по-своему совершенную покорность и преданность. К августу 1959 года абсолютное большинство наибов Шамиля, как чеченских, так и дагестанских, уже были по ту сторону фронта, а имамат был только в умах узкого круга людей. Дело доходило до того, что жители некоторых дагестанских аулов не пропускали через свои земли отступавшего Шамиля и его последних приверженцев. Борятинский в своем рапорте в Петербург от 7 августа 1959 года докладывал: по полученным сведениям, Шамиль во время бегства из Караты не был пропущен жителями селения Куяда через их земли, причем произошло дело, и жители отбили 32 лошади с разным имуществом и меру серебра. Беглец-имам в сопровождении нескольких приверженцев пробрался горными тропинками к Ругудже и оттуда, как говорят, на едва доступную гору Гуниб, где и нашел последнее убежище. Самая главная, основная причина поражения горцев в этой борьбе под руководством Шамиля – это, конечно, огромная несоразмерность сил. Территория Российской империи превышала 1000 раз территорию имамата, что военная помощь была 400 раз мощнее, чем этот. А численное население Российской империи превышало более чем 200 раз. Сегодня селение Гуниб – центр одноименного района. Жилые дома напоминают ласточкины гнезда, построенные один на другим, у самых обрывов. Базар на центральной площади, узкие улочки, жизнь мирно идет своим чередом. Гуниб времен Шамиля находился еще выше, однако от него не осталось и следа. По периметру гора Гуниб, на которой и расположен населенный пункт, длится 20 километров. 9 августа 1859 года началась блокада Гуниба со всех сторон. Количество царских войск достигало 20 тысяч человек, среди которых была и Кавказская конница численностью 1300 человек, а также 18 орудий. Для сравнения, в стане Шамиля находилось чуть более 400 человек при 4 орудиях, включая и мирных жителей. 4 дня длились безуспешные переговоры с Шамилем. Его, говорят, уговаривали, его дети надо сдаться. Видимо, и женщины, эта самая семья его уговаривала. Сам Шамиль опасался очередного невыполнения условия командования. Такое уже случалось в Ахульго в 1939 году, когда генерал Граббе не снял осаду в обмен на сына Шамиля. На 15-й день с момента начала блокады, то есть 23 августа, Борятинский приказал приступить к овладению аулом. Начались приготовления к штурму этого усеченного конуса под названием Гуниб. 400 человек Шамиля с ограниченными боевыми ресурсами, конечно, не могли держать оборону по всему многокилометровому плато. Последним их оплотом был непосредственно аул, а кольцо окружения постепенно сужалось, и 24 августа под огнем горцев царские отряды почти вплотную подошли к аулу. Перед рассветом 25 августа, пользуясь туманом, со всех сторон отряды все ближе и ближе подходили к Гунибу, штурмуя один завал за другим, террасу за террасой. Завязались перестрелки и рукопашные бои. Все оборонявшиеся на подступах к аулу были либо убиты, либо пленены. Гуниб был окружен со всех сторон, однако Борятинский приказывал брать Шамиля живым, дабы, например, не создавать образ святого мученика, или чтобы не появилось вакантное место лидера, наконец, чтобы представить его императору. Иными словами, причин брать Шамиля живым было множество. Поэтому генерал-майор Кеслер остановил натиск войск, уже готовых ворваться в Гуниб. Он расположил их таким образом, чтобы преградить защитникам все пути к отступлению. В это время Борятинский лично прибыл в окрестности аула и в очередной раз отправил парламентеров с предложением
предложением сдаться, не подвергая мирное население аула всем ужасам штурма. Переговоры длились 2 часа. Около 4-5 часов пополудни Шамиль во главе конного отряда в несколько десятков мюридов вышел из Гуниба и направился к роще, где его ожидал князь Борятинский со своей свитой. Путь Шамиля сопровождали крики царских войск: «Ура!», мол, наконец, пленение. Недалеко от того места, где находился главнокомандующий, отряд всадников был остановлен, и далее Шамиль проследовал пешком в сопровождении 3 своих приближенных. Князь Борятинский встречал Шамиля, сидя на этом самом камне. Здесь и произошло известное пленение Шамиля. Есть данные, что полковник Лазарев, руководивший переговорами, обещал Шамилю, что в случае, если его не устроят условия мира, его отпустят обратно в аул, где он сможет продолжить, в общем-то, уже бессмысленное сопротивление. Сейчас это место называют беседкой Шамиля. Сидящим на этом самом камне Борятинский изображен и на большинстве картин разных художников. Известно, что разговор между наместником и имамом длился всего несколько минут. Пленение Шамиля состоялось. По официальным данным, при штурме Гуниба царские отряды потеряли 180 человек ранеными и убитыми. В плен было захвачено около 100 горцев и столько же убито. Война на северо-восточном Кавказе была окончена, а Шамиль отправлен в Россию. Правда, спустя год после пленения имама в Чечне вспыхнет восстание под руководством его бывшего наиба Байсангура Биноевского. Согласно чеченским устным преданиям, Байсангур Биноевский с горсткой мюридов вырвался из окружения в Гунибе. Письменных источников, которые подтверждали бы данное утверждение, все еще не обнаружено. Однако точно известно, что одноногий, однорукий и одноглазый Байсангур был схвачен и казнен через повешение весной 1861 года в Хасавюрте. Следует отметить, что Кавказская война на северо-западном Кавказе длилась вплоть до 1864 года. Ее конец стал полной катастрофой для адыгов. Почти 500 000 человек, то есть абсолютное большинство адыгского населения, переселилось в пределы Османской империи. Имам Шамиль со своей семьей стал почетным пленником с хорошей годовой пенсией. В августе 1966 года он вместе с сыновьями принес присягу на верноподданство России, а потом был возведен и в потомственное дворянство. Совершив хадж, имам умер в 1871 году и похоронен в Медине. Насколько учитывалась кавказским командованием предыдущая многолетняя борьба чеченцев, когда они стали подданными Российской империи? Было создано так называемое военно-народное управление, когда аульная власть находилась полностью в руках аульского схода. Именно сход выбирал старшину, кадия, помощника старшины, то есть решение вопросов села находилось в руках аульского схода. Российская империя, она очень умно поступила. Тогда вся система военно-административная, политическая система, которую создал Шамиль, она была сохранена. Все наибства остались территориально. Они остались и в Чечне, и в Дагестане. Даже наибами назывались сначала вот этих руководителей. Тех, кто перешел на сторону России, некоторых назначили. Вследствие Кавказской войны чеченцы лишились всех своих земель вдоль реки Сунжи, которые были отданы казачеству. Чеченцам не разрешили в некоторых местах селиться на своих же землях. Потом чеченские не только земли, а даже леса стали считаться казенные. Именно вот земельный вопрос, земельные протеснения, да и протеснения со стороны властей привели к тому, что уже в 1860 году происходит восстание в Биное, скоро подхвачены всеми окружными селениями во главе с Байсангуром Биноевским. На протяжении десятков лет в Чечне происходила где добровольная, а где принудительная внутренняя миграция из имамата в покорные аулы и наоборот. Это постоянно подрывало быт и уклад народа. К тому же, после покорения Чечни 22 тысячи чеченцев переселились в Османскую империю. В период с 1818 по 1959 годы в Чечню кавказским командованием было совершено не менее 50 военных походов. Нередко на один год приходилось несколько карательных экспедиций. События нередко развивались по даде-юртовскому сценарию, когда истреблялось даже мирное население. Десятки и десятки чеченских сел, не говоря уже о хуторах, исчезли с лица земли. От них остались лишь названия в рапортах кавказского командования. Каковы были потери приблизительно 200-тысячного чеченского народа в период Кавказской войны? Просто-напросто потерь никто не считал, есть только мнение. Однозначно в этой многолетней войне погибали лучшие чеченцы, генофонд был истощен до предела. Была уничтожена практически 1/3 населения.
Малая Чечня потеряла, значит, 3/4 населения чеченского. 1/4 только сохранилась. Это, конечно, чудовищные потери. На Кавказской войне ощутимые потери понесли и российские отряды. По меньшей мере 25 тысяч человек убитыми, 65 тысяч раненых, погибших от болезней и того больше. Не менее 6 тысяч солдат побывали в Кавказском плену. Это большие жертвы, это огромные деньги. В конечном итоге чеченцы вследствие Кавказской войны потеряли в сотни раз больше, чем приобрели. Как показывает исторический опыт, народная память коротка. И в последующие десятилетия и столетия история не раз докажет. Ее урок в том, что уроков из нее никто не извлекает.